Добрый день, уважаемые журналисты. Пресс-конференция на тему «Крымские татары против Хизб-ут-Тахрир» считается открытой. Я Ренат Шаймарданов, ведущий пресс-конференции. Рядом со мной представитель ветеранов национального движения крымских татар Асмидер Агаумеров. За ним лидер крымских земельных акций, член правления общественной организации «Себат» Сейдамет Гевинджи. Слева от меня председатель Крымской региональной организации партии «Объединенные левые и селяне» Энвер Кантемир Умеров. Слева от него глава наблюдательного совета Милли Ферка Альмир Самадинов. Наша пресс-конференция посвящена такой достаточно серьезной и опасной для Крыма и Украины темы, как активизация деятельности Хизб-ут-Тахрир. Все вы в курсе, что в последнее время эта организация очень сильно активизировалась, и ни ветераны, ни крымско-татарские общественные организации не смогли не заметить этого явления. Были проведены консультации, были проведены собрания, на которых рассматривалась деятельность Хизб-ут-Тахрир, созванивались с видными исламскими учеными исламского мира, получали от них консультации, и итогом всего этого стало вчерашнее собрание, на котором ветераны национального движения и ряд крымско-татарских общественных организаций подвели итог над всей аналитикой по поводу деятельности Хизб-ут-Тахрир в Крыму и в Украине. Итогом стало обращение ветеранов национального движения крымских татар и крымско-татарских общественных организаций. Обращение это адресовано самым широким слоям общественности, и оно будет разослано, во-первых, главам всех европейских государств, главам и правительствам всех исламских государств, во все органы власти Украины и стран СНГ. Основная цель этого обращения – дать всему миру понять, что крымские татары и Хизб-ут-Тахрир не имеют между собой ничего общего. Пресс-конференция наша будет проходить следующим образом. Вначале будет зачитан текст обращения, после этого каждая из сторон, подписавших это обращение, поделится своим мнением, почему она подписала это обращение, и после этого будет предоставлено время для вопросов журналистам.